Мендут Кенте Сомсачнер. Доброго вечера всем. Мы сейчас дождемся Марию Экче и продолжим лекцию уже с вашей обратной связью, с вопросами. Вы можете задать в прямом эфире вопросы. Поднимайте руку и задавайте. Мария Экче, я разрешил вам, я открыл доступ, вы можете сейчас подключаться и говорить. Хорошо, я уже здесь. Но вы знаете, я, кажется, уже так долго говорила, у меня часы, я, знаете, в торопях смотрю и не могу понять. Они у меня без цифр, поэтому я, кажется, уже много говорила. Я думаю, что другую оставим на следующую лекцию, потому что я, в принципе, задумала это, особенно наша степь, из нескольких частей. Вот, поэтому перенесем. А сейчас вопрос, а то люди уже устали, наверное. Конечно. Вот Владимир поднимал руку. Владимир, я включил вам микрофон. Я случайно нажал. Я просто в Телеграме вообще не особо. Как вам вообще понравилась лекция? Я вообще все пропустил, только что вступил в чат. Понятно. Вы можете посмотреть ее потом в нашем Телеграме iRadio или на YouTube-канале iRadio. Мы выложим там выпуск. Перейдем к следующему. Спасибо. Слушателю это Нимгир. Сейчас я включу вам микрофон. Вы можете говорить, Нимгир. Так, видимо, тоже не до конца разбираются с технологиями Телеграма. Ну, мы с вами можем поговорить... Вот, да. Можем? Поздоровайся. Мендут Мария Экче. Мендут. Ага. Намак, наверное, Танжан, Би Бадмаев, Нимгир Эльдевич. Цагана Экче. Вы слышали, да? Хорошо. Да, я слышал тоже. Мы вдвоем супруга Хуернсон. Ну, лекция понравилась, очень хорошо, очень доступно, вы объяснили все. То, что мы не знали, что-то узнали сверху. Поэтому очень рады, что послушали вас. Вопрос задай. Какой? Вопрос особенно по этим. По казакам. А вот это вопрос был про казачество. Я хотел уточнить по астраханское казачество, да? А почему вот донское казачество, там сохранились списки людей, ну, самого казачества. А вот астраханское казачество, там ничего не известно. Ну, потому что астраханское казачество существовало очень недолго. Оно не было таким историческим, как бы. Потому что казачество начали входить вот в конце 18 века, да, и оно же до 20-х годов просуществовало. Астраханское тоже Донзан Тунгутов организовал, оно было небольшим, там, по-моему, больше 200 человек. И после вот этого неудачного восстания в Астрахани, оно, в принципе, по-моему, распалось. Вот я точно не знаю, все-таки я не историк. Но я знаю, что оно уже потом как-то... Они пытались войти в казачество. Вот идея Донзана была всех калмыков приписать к казачеству и таким образом объединиться с донскими казаками, с уральскими, с терскими, то есть в одно единое соединить людей таким образом. Но оно у него как бы не получилось, потому что он же опирался в этом на донского казака Краснова, а Краснов оказался за единую неделимую Россию, и поэтому он даже как бы собрание там какого-то даже удалил Донзана.
И он потом ездил за границу, потом он там с немецким императором встречался, потом он поехал к Скоропадскому в Украину, и там вроде как пытался получить поддержку. Ну, поэтому астраханское казачество как бы неизвестно. И действительно списки, наверное, боятся даже. Как бы было время, когда преследовали за участие в этом казачестве. Ну, эти списки есть, наверное, да? В архиве. Потому что в Донске-то сохранились списки. И там тоже, наверное, есть эти списки. Просто их не показывают, наверное, да? Может быть, да. Ну, что-то должно быть хотя бы, может быть, не полное, потому что, я же говорю, оно в короткое время существовало, буквально несколько лет, я думаю, по моим прикидкам. Вот надо об этом историков спросить. Это, я думаю, что специалисты по гражданской войне. Главное, спасибо за разъяснение. До свидания. Мария Экче, вы, кстати, можете включить видео, чтобы пользователи вас видели. Хорошо. А Нимгир, вы могли бы выключить? Ой, Владимир, могли бы вы... или вы задаете вопрос, Владимир? Я задаю вопрос, наверное. У вас микрофон выключен. Ты наоборот Ты выключил. наоборот, да? Нет, это Владимир включен. Да, это я же, Владимир, да? Простите, что я Да-да. так туплю. У меня соседка... я могу там задать вопрос, да что-то говорить вообще? Не по... Ну да, конечно, мы же для этого и собрались. Вот. У меня соседка с верхнего этажа, у нее муж калмык, а она якутка. Учится на дизайнера. И ей дали проект создать. Ну, до конца не могу сейчас нюансы, но там социальный проект. Вернее, она сама хотела про Калмыкию что-то сделать. У меня задача убедить ее в том, что это очень хорошее направление. Ну, как сказать-то, елки. Ей куратор сказал, что очень тяжело будет заниматься проектом умирающего языка. И меня это очень сильно задело. Я сказал, нет, наоборот, нужно. Это будет очень проект, очень серьезный и сложный, и наоборот, это ее больше сподвигнет к тому, вот к чему. И, не знаю, может, что-то надо обсудить, да? Просто хотел поделиться. Да, ну а вот вопрос у вас какой? Вопрос в том, как ее убедить, что вот прям конкретно сказать, нужно это двигать и займись этим, пожалуйста. Потому что, мне кажется, это такое важное. Ну, дайте ей мой контакт, я поговорю с ней, может быть, можно, хотя, потому что вы так описали приблизительно, что мы не поняли, какой проект, в каком направлении. Ну, она дизайнер, ей нужно под ключ сделать, типа... Ёлки-палки, я даже растерялся, я же так онлайн не... Лучше, если она сама объяснит, поэтому я думаю, может быть, пусть она приходит на наш телеграм, и мы с ней как бы поговорим, узнаем, посоветуем. Хорошо. Ну, я вас найду, наверное, скорее всего, и передам ей. Спасибо. Плохо слышно вас, вы говорите погромче. О, хорошо. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Владимир, за вопрос. Можете отключить видео? Знать бы как. Я старый человек, я не знаю, как это сделать. Мы сделаем выпуск в Телеграме, продублируем, когда отредактируем вашу лекцию. И выпуск на YouTube, на нашем канале iRadio. И здесь же в Телеграме тоже выложим как файлом, чтобы все могли посмотреть это в записи и просветиться. И заразиться любовью к степи. Я думаю, что любовь к степи у нас у всех заложена в генах. Я надеюсь, да. Ну, надо разбудить тогда, значит, заложенное в генах. Вот Да, задавайте вопрос.
Мария, это Кирилл. Я хотела спросить, вот мы ведь сейчас, по сути, хороним людей, да, по-русски, то есть у нас вот эти кладбища, вот эти памятники стоят и так далее. А вы ведь раскопками занимаетесь. И вот я хотела узнать, как калмыки традиционно, ну, что они делали с умершими людьми. Значит, на самом деле, да, начнем с современного, да, на самом деле, действительно, то есть хороним на кладбищах и, ну, ставим эти памятники, но на самом деле это прям совсем не противоречит калмыцким представлениям. Там, тем не менее, это уже как современные требования, если люди не кочуют, живут в больших городах и деревнях, то, ну, невозможно так, как, значит, у нас первый слой это буддийский, да, сейчас, как бы, мы по буддийским обычаям стараемся хоронить. Там день смотрят, потом там цвет ткани, тоже это все буддийские ламы говорят, и соблюдать там разные обычаи, например, там хоронят не в тот день, когда человек умер, а на третий день, ну, как бы примерно сутки, если сегодня умер, там завтрашний день как бы проходит, и тогда уже до захода солнца, потом то, что могилы нельзя копать кровным родственникам, а только вот зятья, например, копают. Всегда старые люди смеются, говорят, у кого зятья есть, тот, как говорится, не пропадет, да? Вот. Ну, или просто посторонних людей просят. И это все калмыцкое, традиционное. То есть тут такая смесь. Дело в том, что буддизм был все-таки религией такой более лояльной, в отличие от христианства, оно не вытравливало все языческое. Поэтому все, что наше буддийское, оно частично и языческое. То, что вообще с древнейших времен людям было присуще. Ну, конечно, вот такие каменные памятники ставить, этого не было в традиции, это уже современное, да. Но каким-то образом места захоронения отмечали. Возможно, даже и когда-то возводили типа курганов. Это вот такая неисследованная часть, но я как археолог могу вам сказать, что тут вот как негативный отпечаток. Например, буддизм у нас появился в начале 17 века, в народ пришел как бы. То есть в начале 17 века, в 1640 году, наша аристократия решила все-таки на своем общемонгольском съезде полностью распространять буддизм среди народа. И тогда же аристократы послали каждый по одному сыну в монастыри. Так Зая Пандита был послан учиться в монастырь. И действительно с этого времени буддизм был распространен среди народа. Но как он распространялся? Он тоже боролся за умы, понимаете? Вот это было очень тяжело, потому что люди от своих языческих представлений не хотели отказываться. И я поэтому теперь их не сохранилось, все-таки буддизм настолько вошел, так сказать, в плоть и кровь, да, но при этом он старался не ломать людей через колено, а приспосабливал языческие праздники или обычаи к народные, к буддизму. Вот в отношении похорон, например, да, по буддизму смотрели в книгу священную и говорили на воздухе хоронить, в земле или так. Но по-настоящему не копали ям. Тех, которые в земле, их просто вот даже до 30-х годов, до войны, там мама моя рассказывала, их просто выводили и вот так вот при каком-то пригорочке, вот при склоне ложили и слегка прикапывали там. И все. И считалось, что если, так сказать, разнесут звери и птицы, то это как бы сянь-кюньбесен, да? Вот. А если нет, то, значит, муйорта надо идти в хуру, заказывать молитву. Вот. Это вот такое буддийское. Но со временем, вот мы в Евгеньском много работали, это мое любимое место, и нам рассказывали, что когда село стало расти, оно тогда называлось Улан-Булк, и то много получалось трупов, потому что людей уже много, и поэтому перешли вот на эти кладбища. Поэтому это такая смесь, да, как бы. Но во всем остальном, так сказать, соблюдаются все-таки те буддийские или частично народные. А вообще я думаю, как археолог, у меня есть тоже об этом статья «Постпогребальный обряд». Негатив такой, по негативу можно изучать. Например, какая была ни была причина, человек пошел, заболел, там, я не знаю, жена его бросила, или там скот там погиб, да, он идет к ламе, и лама всегда говорит, да, «Кю оршалсын газета бичоуды». То есть не надо ходить там, где похоронены люди. Это вот такое общее прям заклинание у всех буддийских предсказаний. Если что-то не ладится, не надо. И очень многие люди говорят, битсиэртеф, то есть у меня запрет,
я не могу идти, даже на похорон не идут или еще куда-то, говорят, потому что надо церковь. Энджили мне нельзя, в этом году мне нельзя. Вот. А на самом деле это говорит о том, что мы по археологическим данным видим, что кочевники очень много ходили на кладбище и совершали всякие обряды своих уважаемых, особенно родичей. И, видимо, калмыки когда-то тоже ходили. Но чтобы буддизм победил, ему нужно было от этого отучить. И поэтому они вот как заклинание говорили, не ходи, не ходи. Вот даже когда мы копаем курган, например, Орсгазерте, да, Орснут, прямо вот бакшат приходят, да, прямо вот стоят у тебя, не дают даже работать, все вопросы задают, все смотрят, все им надо. А монах Альмбут, например, многие боятся подходить к нам, потому что мы копаем все-таки хоть древние, но могилы. Вот он иногда бывает такая картина. Мы работаем на кургане, Чебан пришел на коне, стал где-то так метрах 20 от кургана или от нас, да, и стоит. Вот 2-3 часа может наблюдать за нами, но он не подойдет к нам, потому что он боится. А если уж пришлось, как-то я помню, директор приехал на наши раскопки, то бухгалтер, который вместе с ней вынуждена была сопровождать начальство, потом все себя окуривала с ангелидами, говорил, все, теперь 3 дня не буду к внуку ходить и так далее. То есть буддизм победил тем, что вот внушил людям, что нельзя ходить. Хотя это как бы в народе, видимо, было. И очень долго, видимо, боролись. Я вот сужу, как говорится, по негативу, да. Вот. И точно так же, например, запрещали калмыкам хоронить коня там, да, вместе с человеком, да. Это вот у Ринчена написано, когда Галдан Цирен вынужден был, когда старого полководца хоронили, все-таки, хотя он был бывший буддийский монах, ну, разрешить все-таки вместе с конем похоронить его. Но все запрещали, но такая дырочка одна осталась, например, в калмыцком свадебном обряде, там девушку выносят и сажают на коня. Хотя она прекрасно может сама идти и сама залезть на коня. Нет, ее несут, көлин гасат кюрлюго, то есть чтобы она не ступила на землю, получается как мертвый человек. То есть таким образом сохранился реликт погребального обряда, что мертвых вообще-то возили на коне, и даже сидя, потому что девушку либо кидали поперек через седло, либо сажали, но она не имела права сидеть одна. Обязательно на крупе должен сидеть молодой человек, который ее придерживал. Хотя она прекрасно, раньше умели же все на коне. А вот у этого Санджи Балыкова уже написано хорошо об этом, это «Девичья честь», читали. Вот, когда ее вынесли, она стала сильно раскачиваться, то есть она должна была раскачиваться. А почему она должна была раскачиваться? Она должна имитировать положение мертвого человека, потому что девушка, как девочка, умирала, и как бы выносили ее труп, получается, да? Вот. Вот по таким моментам можно судить вот о языческих обычаях, которые все-таки буддизм победил. Поэтому, в принципе, наш погребальный обряд сегодняшний, он сильно как бы не противоречит нашим по буддийским канонам. У меня почему-то было мнение, что это как бы по-русски постоянно ходить на кладбище, там стоять, там что-то делать, а что по-нашему, мол, наоборот, не пускает никого. И это и есть буддийская пропаганда. Вот нам внушали, так что нельзя. И мои родители, с одной стороны, возили нас на могилы родственников, с другой иногда говорили, ой, нет, тебе, вам не надо. Не хотели, наоборот, чтобы мы на кладбище. У них боролись, в общем, эти две традиции. Да, эти тенденции, да. Как говорится, с одной стороны хотелось, а с другой стороны как бы нельзя. Это действительно такая дилемма есть, действительно. Но на самом деле это все буддийская религия, она же тоже очень много веков сражалась, можно сказать, с народными поверьями, и поэтому вот этот Медликче, там, Отче, вот такие люди, они же не очень-то миловались со стороны церкви буддийской, со стороны хурулов. Они как бы тайком в народе существовали. Вот. И хотя они там сейчас используют элементы буддийской религии и так далее, на самом деле это вот такие языческие, можно сказать, не шаманы, конечно, потому что шаманы это совсем другое. Это уже он претендует на роль как бы папа или ламы, да? Ламы норм, да, как бы, да. И поэтому у нас их не было шаманизма практически. У нас были только языческие. Мы чистые язычники, как бы. Да, это противоречие есть. Так вот об этом могу потом рассказать подробнее. У кого, может, еще вопрос? А артефактов какого периода сейчас больше, на территории Калмыкии, я не знаю, Сарматского, Золотой Орды, либо еще какого-нибудь?
ну вот, как сказать, много. На самом деле, вот как раз вторую часть я хотела там про то, как русские крестьяне у нас степь использовали как жизненное пространство. Это в следующий раз расскажем. Вообще, в целом, по количеству, если брать курганы, да, но вы поймите, что курганы, они тоже как бы не каждого хоронили в кургане. Это же тоже понятно, да? Это только аристократов и особо выдающихся. Поэтому вот в курганах бронзового века практически, вот когда копают поселение и там находят кости людей, они всегда имеются в костях, у них в круге голодания. То в курганах редко это бывает, значит, они не голодали, то есть они были достаточно высоко в социальной лестнице стояли. Но тем не менее, именно бронзового века курганы у нас больше всех. То есть в бронзовом веке люди жили оседло, большими деревнями и строили очень большие курганы. Те курганы, которые я вам показывала, большие, они все бронзового века. Но по количеству это тоже не определяется. По количеству материала больше всего скифское время, то есть ранний железный век и средневековье. Потому что просто уже было больше материалов, которые сохранялись в археологическом отношении. А в бронзовом веке горшки, да вот металл там сохранялся редко. Поэтому по количеству материала как бы выигрывают кочевники, а по количеству памятников выигрывает бронзовый век. Мария Чир, позвольте вопрос. Если, предположим, не было врачей, да, то функции врачей выполняли, скорее всего, шаманы. И вот то, что вы сказали, язычники, шаманов не было, но кто-то лечил людей до буддизма. Ну, если говорить о том, что религия фактически была наукой в те времена. Ну вот до буддизма, пока язычниками были, конечно, вот эти вот, я же говорю, медлегчи, то, кому мы же тоже ходим, медлегчи, потом как они называются, потом они называются отчи, это тот, который кости правит, да? Вот. И они с древних времен у нас всегда были, не случайно, вот удхан еще говорят, да, кюкюткün удхан, а залукün бö, по-моему, так говорят. Вот. И они были всегда видимы. И даже, знаете, в корейском языке слово удхан тоже есть. То есть это дело в том, что у нас все-таки монгольская семья языков, а у них там, ну, они входят в тюрко-монгольскую. Дело в том, что ученые никак не решат, нас в одной группе тюрко-монгольский держать или все-таки нас разделить. Но в настоящее время в тюрко-монгольскую группу входит даже корейский. Поэтому у них тоже есть удхан. Это говорит о том, что с археологических времен люди, лекари были народные, конечно, лечили. Но надо сказать, я как археолог могу вам сказать, люди раньше долго не жили, они не успевали болеть, как сейчас вот многие болеют, а все живут до 100 лет, да? Вот. В наших курганах даже, когда в бронзовом веке уже люди сытно жили, все равно 50-летний вообще редкость большая. Это прям, я не знаю, на 100-1, наверное. А так вот мы после каждого сезона приезжали, мы раньше выкапывали там 20-30 курганов, если шел большой строительный проект, да? Это больше 100 людей мы выкапывали, потому что в одном кургане всегда бывает несколько захоронений. И среди них вот они все до 40 лет, 40-45 лет это самые старые. То есть они, во-первых, долго не жили. И, конечно, древние люди, конечно же, много умирали. То же самое у нас и у калмыков. Это было, у многих народов было это. Ну, доисторически не было современной медицины, была антисанитария. В том же бронзовом веке, хотя они сытно жили, у них тоже очень много детей. Целое кладбище детей мы находим. Уже, видимо, власть передавалась аристократически по наследству. Детские есть курганы, там 3-метровый курган над 5-летним ребенком. А он от чего умер? От болезни, которая, знаете, от грязи вообще бытовой. Ее называют ученые рахитом, да, ну вот как рахит, недостаток. Но это не от того, что он плохо питался, а от того, что это просто вот инфекционный характер имело. Потому что бронзового века люди – это один из признаков того, что они оседло жили. Сарматы, например, и калмыки, ну, наверняка такие же антисанитарию разводили. Но они часто меняли место жительства, поэтому они от этого не умирали. Вот. Таким образом, да, лечили народными средствами, сами как-то выживали. У нас мы находим людей, у которых там переломы даже зажили, даже есть безногие, например, средневековые мы находили. Мы прожили жизнь, да, то есть каким-то образом они там делали себе костыли, как-то ходили, вот. Ну, так остро не стояло, конечно. Я, Мария, извиняюсь за свою натянутые двойки в школе, да. Но вот если взять, предположим, стратировать тех людей, которые как-то решали боль общества, вот если говорить о там болезнях или там вот бронзовый век, наверняка это очень много болезней. Ну и вот
люди, которые имели, как сказать, связь с природой, да, вот если говорить о шаманах или говорить о тех людей, которые там, ну, знают, как решить вот какую-то болезнь. Просто я как бы у себя внутри головы разделяю этих людей, то есть лекарей и шаманов. Шаманы это больше те, кто принес от природы немного по-другому. Предположим, к лекарям пришли предки, да, и они сказали, как это сделать. К примеру, это просто мысленный эксперимент внутри моей головы, я просто делюсь воображением и фантазией. И дальше. Шаман это тот, кто, предположим, прибег к помощи духов. Например, дух травы такой, как табак. Старики курят, и я думаю, это тоже состояние это, как правило, дух. Ну и вот, собственно, эта синергия, возможно, больше результат вот этого шаманского ритуала, и не такие ритуалы, когда вот, предположим, я варю чай, я поднимаю половник и понимаю, что миллионы лет это все происходило, и много кто готовил чай из наших людей. Это все в одном жесте, это превращается в ритуал, да, к примеру. Я получаю эту силу. Но вот шаманы, они же более глубокие знают обряды. И вот мне поэтому не совсем понятно здесь, вам как археологу, наверняка должно быть ясно больше. Мне интересно вот именно шаманы и лекари. Ну, шаман это по-нашему, это как бы поп. Это человек, который стоит между Богом и человеком, который как бы как переводчик, как медиатор. А язычество это уже какой-то вид религии, это как бы такая ранняя форма религии, шаманства. И оно было у многих народов, развелось, например, у алтайцев есть, у тувинцев есть шаманы. То есть как институт он был развит. Но у нашего народа просто он, может быть, и был в какой-то небольшой форме, не успел развиться. Потому что языческие представления были очень сильны у монголов, кочующих именно. И когда началось развитие шаманства, уже буддизм пришел. И буддийские монахи уже в зачатке как бы его пресекли. Вот, например, в Саратовском музее хранится такой бубен шаманский. И он почему-то написан калмыцки. Я по этому поводу тоже его изучала и узнавала. И вот немецкие ученые, этнографы мне сказали, есть такой момент, что, наверное, шаманство начиналось только, и его запрещал буддизм. И поэтому человек положил этот бубен где-нибудь в сарае, хранил, да, прятал. А тут вдруг приехали ученые, это было в 29-м году, когда культурный штурм был, и из Саратова ученые приехали, они тогда получили якобы это в Калмыкии. Я единственное думаю иногда, что это может ошибка, но во всяком случае он в этой коллекции хранится в калмыцкой. И люди мне объяснили, ученые, говорят, это часто такое бывает, когда запрещено, он думает, деньги же давали, да, за там, кто-то там вышивку дал, кто-то еще что-то, сапоги там калмыцкие, а вот кто-то дал бубен, потому что он ему самому не нужен, и зато деньги можно получить. Возможно, что какие-то элементы шаманизма у нас были, но их вот придавил буддизм хорошо. Вот. И особенно это сработало в том, что вот монголы над нами смеются, над калмыками, говорят, вы экстремальные буддисты. Но, к сожалению, они же дурмдан на своей земле всегда жили, да, их никто не подавлял. А мы жили все время вот в таком подавлении. Поэтому, конечно, буддизм сыграл очень положительную роль в том, что мы как нации сохранились и создались, в общем-то, как политическая сила. Потому что, чтобы народ объединился, нужна была единая религия. А язычество не подходит для государства, потому что язычество – это, можно сказать, религия свободного человека. Это когда тебе не нужен ни поп, ни шаман, а ты сам пошел, вот как Чингисхан. Он снимал пояс, вешал его на шею и пешком взбирался на гору и молился синему вечному небу. То есть это подчеркивает индивидуальность человека, это подчеркивает его волю. То есть человек хочет, он молится, не хочет, он не молится. Как бы. То есть поэтому язычество в государствах не выживало. У всех народов язычество, потом все язычники были обращены в одну из мировых религий. Потому что религия, с одной стороны, она имеет очень большие положительные качества. Благодаря религии, значит, очень много произведений искусства создано. Вот все наши танки, все наши статуэтки. Кто бы их создавал, если бы не было религии. Вот. А это именно и как пропагандистская машина она работала. И, естественно, это была и поддержка людям психологическая. Хотя язычники тоже как-то ухитрялись, да, тоже психотерапию себе делать. Например, эти протяжные песни, это, конечно, психотерапия. Потому что очень много гибли люди и от болезни, и от войны. И как бы пев вот эти длинные песни, а люди как бы свою депрессию и все свои психологические травмы как бы вылечивали, да. Но тем не менее буддизм тоже помогал. И поэтому как бы вот все имеет две стороны. Да. Религия спасла как нацию. Вот.
и язычество было обречено. Это было время свободных людей. Вообще археологи, когда изучают костные остатки, они приходят к выводу, что самыми здоровыми были охотники и собиратели. Они были язычниками, они много ходили пешком, они много питались травами, потому что на охоте удача была редкой, и не всегда можно было всех досыта накормить. Вот, и поэтому человек мало ел, много двигался и много ел растительной пищи. И они были все рослые и очень гармонично развита мускулатура. А когда уже началось земледелие и скотоводство, то началась специализация. Вот, например, зернотерка, зерно натереть, это какие силы? У них стерты все плечевые кости, например, потому что днями вот так вот терли зерно. И эта специализация вредила здоровью. Вот так примерно. Мария Чир, спасибо вам за интересные развернутые ответы на, возможно, где-то не очень уместные вопросы. И последнее, если позволите. Вот мне, например, проще это все представлять, как вот был человек здоров в раю, да, и пришли фармацевты, говорят: эй, парень, хочешь быть сильнее, давайте подольем fresh blood, свежей крови. Ну и вот, собственно, парня соблазняет, и, собственно, потом он понимает, что то, что его родная кровь была на самом деле нативнее, и она давала ему больше гораздо сил, а то, что фармацевты подсадили его на какую-то смесь, это что-то точно не то, это точно не fresh blood, и он теперь зависимый наркоман. Ну вот, собственно, я к этому все клоню. Вопрос от Растамана, если можно, с ракурса вот вашей компетенции как профессионала. Ну, наркомания, наверное, была всегда, потому что есть же сведения, что люди раньше курили всякие травы и так далее. Конечно, люди рано, в общем-то, выучили свойства всяких различных трав, и полезные, и неполезные. И это было, конечно. И даже тот же табак, курение табака, оно, знаете, тоже как бы, например, успокаивал нервы. Или, например, люди раньше же голодные были, особенно зимой, то они курили, и это как бы придавливало у них чувство голода. Я вот так полагаю, например, этим я объясняю, почему у калмыков, кстати, в юртах все курили. Во-первых, потому что был открыт огонь, дым невозможный. Поэтому как бы уже было без разницы. Но второй момент, что табак был роскошью, и курили его, потому что он тоже подавлял аппетит как бы. Жили-то, особенно зимой. Представьте себе, зимой без света, без окна в юрте сидеть. На улицу выйти холодно, а там у юрты, у этого бедного очага, как говорится, все ютятся, да, и что им делать? Вот они курили и спали, вот это основное. Вот начиная с Зул, с декабря, со дня солнечного состояния, до Цагансара никто не кочевал, потому что самое время было опасное, темное, когда и волки могли напасть, и когда могли и шургам было, да, и скотину потерять, да. Вот они, поэтому в это время даже в вальчики играть запрещали, потому что это игра с чертом, как бы. Это же игра на удачу. Поэтому все сидели как бы всю зиму в вот этих юртах, берегли себя, вот, выживали. А уже как Цагансар начался, все. И тогда вот радовались ему, потому что после него можно было уже бежать мальчишкам на пригорок и играть в вальчики, и уже как бы весна наступала и так далее. Поэтому, да, были. И в лесах пили, там мухоморы какие-то и все прочее. Это всегда было и остается. Благодарю. Вот у нас следующий вопрос от T5XC1. Не знаю, как читается. Да, я не вижу. Там написано где-то? Там поднимал руку, я включил микрофон. Ну, если нет вопроса, то можно я свой задам. По раскопкам на территории Калмыкии как-то видно, вот я просто читал про климатические оптимумы в истории, там, про римский климатический оптимум, там, про средневековый климатический оптимум. Как-то видно, как-то они коррелируются вот на территории Калмыкии, вот захоронения там или какие-то артефакты? Да, конечно, коррелируется. Вообще археология в последние годы, археолог, вот чем мне эта профессия всегда нравилась, она была немножко между гуманитарной и точными науками. И то, что мы как бы сочетаем физическую работу, например, полевую, и умственную. Но вот в последнее время археологии так много научных исследований началось, именно таких вот естественно-научных, да. Наши почвоведы изучают каждый кусочек земли, который мы выкапываем, и там все про это знают. И поэтому действительно это общее, это признано, что климатические колебания были.
Значит, такое считается, тенденция есть глобальная аридизация. Она началась как бы в позднем бронзовом веке и, собственно говоря, как бы волнами идет до сих пор. Но в последней современной эпохе, конечно, антропогенный фактор присоединился, то, что мы слишком много там сажаем, ездим и портим воздух, и поэтому, как говорится, этот процесс усиливается. Но, тем не менее, он был. Но оптимумы были. Например, в эпоху Золотой Орды. Это был климатический оптимум, один из последних очень интенсивных. Почему не случайно же все города Золотой Орды образовались на Волге в это время? Потому что это вот монголы в своих песнях пели о шелковых травах Волги. Значит, действительно был хороший травостой. И это чувствуется. Во-первых, были созданы по мановению волшебной палочки за буквально там десятки лет созданы несколько городов, начиная там Хаджитархан, Сарайберке, Сарайбату, потом до Саратова самого, значит, Увек, самое последнее городище. И вообще в Золотой Орде было много городищ, потому что это оптимум был везде. И это чувствуется по находкам. Например, у нас очень много золотых погребений найдено с одеждой, расшитой золотом. А Монгольская империя, как известно, была очень строго регламентирована. Золотом расшитую одежду имели одевать только такого рода аристократы, а там серебром такого и так далее, ранга. И поэтому это, конечно, были люди высокого ранга. Вот это климатический оптимум очень чувствуется и по археологии, и так по естественно-научному. Слышно меня, нет? Слышно. У меня два вопроса. По археологии именно айраты, какие имеют наиболее ранние как находки, я не знаю, захоронения или еще каких-то там, ну вообще какие-то находки, где имеются костяки людей, которые могут быть идентифицированы именно как айраты вообще на протяжении от Алтая до этих земель, и конкретно на нынешней территории Калмыкии. Какой самый ранний период вот таких вот находок? И второй вопрос. Имеется ли какие-то описания вот этих костяков, там, как они там жили, какого роста были, что ели и так далее? Угу. Ну, начну с последнего. Вот какие погребения. Значит, если начинать от нашего современного времени, то вот золотоордынское время. У нас есть погребения на территории Калмыкии, которые, знаете, мы их даже определяем без антропологов, да. Есть у нас ориентированные широтно, то есть с восток-запад, есть ориентированные меридионально, север-юг, могилы у них. Одни так располагаются, другие так, да. Это уже один признак. Если север-юг, то мы уже начинаем думать, что это монгол был. Вот, этнически. Почему? Потому что Чингисхан очень много чего унифицировал, и он сказал, что во всей Монгольской империи люди ориентировались, стоя спиной на север. Поэтому и у калмыка у нас именно это впереди, на юг, Имн-Хазар называют, да, или Арузик, то есть вот задняя, северная сторона, значит. И, соответственно, западная получается Барун, страны света определялись. И поэтому могилы были тоже с севера на юг ориентированы. Вот. Второе, значит, их примерно, они так распределяются, что чем ближе к Волге, тем их процент больше, и чем их дальше от Волги, тем их меньше. То есть понятно, что в золотоордынских городах жила монгольская аристократия, и, соответственно, какие-то монгольские аристократы и были там похоронены. А чем дальше население до этого было половцы, тюркоязычное население, которое европеоидно, как вот современные таджики, например, да, так они примерно выглядели. То есть они восточные люди, но они были европеоидны. И поэтому, а вот половцы хоронили головой на запад, то есть вот наоборот, да. И поэтому уже мы так определяем. Ну, конечно, есть сейчас очень много генетических исследований и так далее, но пока наши средневековые именно из Калмыкии мало исследовали. Что касается, это уже время Золотой Орды, да, я привожу пример. Вот, что касается более вот нас, айратов, как вы имеете в виду, вот они археологически, именно в антропологическом отношении вообще не словлены. Их нет.
Потому что, может быть, вот время, когда айраты уже были, уже был буддизм, и уже тогда никого не хоронили в земле. Может, потому что они просто еще не выявлены. Но есть памятники, которые не связаны с находками костей человека. Это вот ранние крепости айрата, Аблайн-Кит и так далее, которые сейчас находятся на территории Казахстана. Да? По дороге как бы на Волгу айраты строили свои крепости, городища, их там немного, как говорится, немало. Вот в Казахстане есть еще какую-то группу курганов раскопали, но они позднее Средневековье, тоже они еще до айратов, и вот их тоже считают, что они входили в Монгольскую империю, то есть Чингисхана еще. Поэтому айраты неуловимы в этом отношении. Но у нас в Калмыкии есть же, как говорится, современные так называемые захоронения, которые иногда встречаются. Мы их же тоже забираем, так что их тоже можно изучать. Но генетика – это дорогое удовольствие, поэтому пока не изучили. То есть айратских захоронений вообще в принципе нет нигде, ни в Калмыкии, ни там на всем протяжении. Да. То есть начиная с 17 века ничего мы найти, уловить там не можем. Да, остается надежда на Китай, в Синьцзяне, где вот уже была столица как бы вот джунгарского каганата, может быть там что-то можно найти. Но вот дело в том, что с китайской археологией вопрос сложный, они же все на своем публикуют или мало публикуют, и поэтому непонятно. Это же тоже может быть вопрос политический. Но вот на других территориях, к сожалению, нет. В Казахстане археологи с удовольствием бы нашли, они бы и не скрывали, в отличие от китайцев, но тоже нет. Вот Аблайн-Кит копали, там нашли даже могилу, но там ни человека не было. То есть это уже, видим, прах хоронили, уже был буддизм. Ясно, спасибо. Заполню, извините, тишину вопросом. И если, предположим, опять же, да, вот мне биология нравилась, параллель такая, амебы, это вот наш этнос, а все остальное тоже амебы, и религия тоже своего рода амеба, которая что-то пытается в себя как бы поглотить и сделать своим элементом, да. Мы как этнос кочевой тоже были неким таким собирательным колобком, который взял то, взял это, и вот мы теперь есть то, что есть. То, как буддизм зашел, то, как буддизм как бы вот нас окутал, да, и как бы отделял нас от вот, ну вот и вышло так, что вот в этом ракурсе, как археолог, и то, что буддизм, для меня, если честно, это такой свежий ракурс, то, что вы сказали в начале эфира, я хоть и не сначала, но мне интересна эта тема, эти соображения вот вас как ученого. Насколько это возможно покинуть, не то чтобы покинуть, а вот засинергироваться напротив, а не пытаться сделать так, чтобы, предположим, одна амеба переварила в другую, да? И знали ли вы в истории такие свидетельства или примеры, когда вот шла синергия, а не попытка одно съесть другое? Ну, честно говоря, все кочевые империи, например, и объединения, это и есть пример, когда, вот как раз хотел сказать, ну, во-первых, всегда все говорят, что нет народа, который вообще, этногенез, который был бы такой простой, прямолинейный, всегда полиэтничный, так сказать, этногенез. Но у кочевых народов еще больше, потому что, понимаете, это сейчас у нас как бы нет такой проблемы, нет такой смертности детской, да, а людской ресурс был всегда бесценным, у кочевника особенно. Поэтому, конечно же, каждый кочевник считал за большое благо найти, где забрать как бы детей маленьких, например, да, вырастить их своими. Потому что люди умирали, и нужно было все время... Не зря вот у калмыка есть такое пожелание, да, нюхлярн шора тенгер ткурят, нюрыхлярн утан тенгер ткурят. То есть, если кочуют, чтобы пыль до неба была, значит, много людей, чтобы кочевали. А если нюрыхлярн, то есть, если как бы остановиться, и нюр, это же гнездо, да, как бы, когда гнездуется, то чтобы дым был до неба. То есть тоже было много юрт, из них много дыма валило, потому что все время не хватало людей. И поэтому, конечно, кочевники всегда включали в себя все национальности, вне зависимости от вида. И это было и биологически полезно для нации, потому что это свежая кровь, свежие гены. Но тем не менее, несмотря на такое смешение, это всегда только какой-то процент. Точно так же, как мы сейчас в современных обществах. Вроде мы так смешиваемся, вроде у нас такая религия.
не как у мусульман, не запрещает межнациональные браки. Тем не менее, у нас ядро народа сохраняется. И, как я вот убеждаюсь, никакие ни депортации, ничто, так сказать, из нас не выбило этой идентичности. Поэтому всегда ядро есть у любого народа. И у кочевника оно также. Мы же не исчезнем. А у меня такой вопрос. Что для археолога, ну, в нашей части, там, степной зоне, мечта? Какая находка? Это, как, не знаю, Клондайк, это как для Троя, для как звали, я забыл, того Шлимана. Что у нас? Сарай-Бату? Или какой артефакт, или какое место? На самом деле для археологов, знаете, для каждого в зависимости от его научных интересов что-то более важно, а что-то менее важно. Для вас, вот, например. Да, ну для меня лично, я вот почему говорю, степь меня точно любит, она уже одарила меня как только можно. Например, я вот к концу своей научной деятельности нашла 2 крепости. Сначала одну, а потом вторую хазарского времени. С каменными стенами, с черепицей, с керамикой там, средиземноморской. А черепица у нас из Крыма, например. То есть это вообще не открытая новая страница. И поэтому я всегда говорю, каждый археолог мечтает найти город, а я нашла сразу 2. Ну, конечно, это не город, но все-таки один крепость была крепостью такой убежищем, видимо. То есть у нее были крепкие стены, но в ней по-настоящему никто не жил. То есть мало мы там находим костей животных, остатков. А вторая была обыкновенным таким жилым районом. У них была аристократическая часть, например, там, ну, почвовед изучает, до того чисто выметали и чисто жили, видимо, не плевали на пол, не лили помои, что там почвоведы не могут найти органику. Но зато по краям, там, где жили попроще люди, там находится она. Ну, и там и скотина же, наверное, была и так далее. Поэтому, ну, вот это вот неожиданно, как бы не мечтала. На самом деле... Это на территории Калмыкии? Да, вот... А так, конечно, традиционно люди считают, что самое главное найти золото, да, вот думают, что археологи. А на самом деле у нас работа такая же, как у всех, да. То есть если у нас новостроечный проект идет, и нужно за одно лето раскопать 34 кургана, то уже тут не до мечты. Народ просто работает. Это черновая такая тяжелая работа степи. Поэтому археологи, как ни странно, мало мечтают. Вот. Но если что-то находят, радуются. Ну, каждый предмет, даже какой-то горшок, если он даже 600-й, вот точно такой же горшок 600-й нашли, то для археолога это уже закономерность, уже вывод научный и так далее. Поэтому для нас может быть ценными очень неожиданные вещи. Хотя можно еще вопрос? Ну, это не важно для нас так. Мне говорили, что в Казахстане шелковый путь при Монгольской империи, то есть шли караваны, и они где-то с промежутком примерно в 50 километров были вот эти стоянки, караван-сараи. Ну и я так понимаю, по территории современной Калмыкии тоже эти пути проходили. Вот эти остатки караван-сараев находятся или нет? И если да, то сколько их тут? Вот я боюсь, что их, может быть, и не обращали внимания. Дело в том, что так вот получилось, это вот тоже в некоторой степени ученые виноваты, что в степях всегда изучали только курганы. Почему-то вот так вот традиционно. И считалось, что все были кочевники, поэтому поселений не было. Хотя сами же кочевники все равно нуждались в тех же караван-сараях. Вот я считаю, что наша Башанта, по крайней мере, 2, которая на Егорлыке стоит. Одна у нас стоит на озере, вот это убежище, крепость, а вторая крепость стоит на Егорлыке. Между ними 7 километров. Вот. Их соединяет канал, между прочим. То есть они там перегоняли на плотах, видимо, стройматериалы и товары. Вот. И я считаю, что это одно вот из функций такого караван-сарая, наверное, выполняло. И знаете, еще такой момент. Есть сведения, которые пропали уже, это когда строили пролетарское водохранилище, вот около города Пролетарска, там тоже находили подобные находки. И это вот примерно такое же расстояние, как бы на равном. И дальше, вот я как-то слышала, и все хотела съездить в Сарпинский район, там тоже кто-то когда-то находил камни, вот найти это место. И я поэтому, прочитав вот это все, соединив, а потом в Ставропольском крае тоже есть еще одно место, которое они назвали это место,
Господи, быстро хотела сказать, очень слово похоже на калмыцкое так получилось, да? Вот, я туда ездил, там действительно такие же камни, как в Башанте, то есть, возможно, это была система форпостов. А самое главное, еще вот я заинтересовалась в Ставропольском же крае, есть село, которое называется Башанта. Вот. Оно находится вот в сторону Арсгира, так сказать. Вот. И я тоже интересовалась, но они сказали, мы ничего не находили, но вот туда специально ехать, чтобы нам, археологам, нельзя, мы должны лицензию специально получать. Просто так нельзя в чужой регион ехать и смотреть древности. Ну, так вот нелегально, может, можно поехать простым людям посмотреть. Может быть, что-то и можно найти. То есть явно были такие, конечно, они были, но просто они не изучены. Потому что фокуса не было. И даже нас не учили. Вот в свое время я с 19 лет уже как бы копала самостоятельно, у меня был отряд, я уже искал. Ну, мы копали курганы, и о другом как-то мало задумывались. И вот эти поиски поселений у меня началось после того, когда я была на стажировке вот в Германии, и там увидела, что у них очень много изучают поселений. Я думаю, интересно, у нас одни могилы, но они же где-то жили, должны же быть следы. И вот я искала, и я нашла тоже несколько поселений, и одно из них очень хорошее, опять же, около села Евгеньевского. Мы там копали. 70 сантиметров культурного слоя, каменные очаги, там бронзовые вещи мы находили. То есть это там прям такое хорошее поселение было. Так что просто не искать, все впереди. А с черными копателями вы не связаны никак? Ну, не связано, но я как бы, ко мне постоянно они обращаются, и сколько раз уже и на разных, как говорится, конях подъезжали со всякими предложениями, вот, но, конечно, я полностью отказываюсь, но сотрудничали мы как-то 1 год в том плане, что я им говорю, ребята, вот вы везде ездите, мне нужны поселения древние, вы хоть где увидите, много керамики лежит, вам оно не надо, ну, заметьте для меня, скажите мне, дайте информацию, потому что я хочу это изучать. И это так и получилось. И они нас повезли туда. И действительно, это следы древнего поселения бронзового века. И хорошее такое. Вот они как-то нам помогли. Но, честно говоря, я считаю, это иллюзия. Я не знаю, как там. Я еще ни разу не видела по-настоящему богатого и преуспевающего черного археолога. Это, по-моему, как наркомания. Они вот как заразятся и не могут остановиться. Вот те, которые с нами поехали, у них была такая разбитая машина. Я сказала, садитесь уже в наш УАЗик хотя бы. Вот. И поэтому они не очень-то богатеют на этом. Но у меня было пара знакомых, которые просто, ну, я не знаю, не хотели обогатиться, просто катались. У них по роду деятельности, как бы, они катались по Калмыкии. Но один товарищ там приобрел себе этот металлоискатель, и любитель пошарить с металлоискателем где-нибудь. И он находил иногда наконечники, там еще что-то. Но он не археолог никаким боком, он их не может, естественно, не идентифицировать, ничего там делать. Вот, я ему говорил, ты хотя бы, ну, не знаю, GPS там записывай, где ты там находишь это. Ну, я, честно говоря, не знаю, он там пишет, не пишет. И он мне говорил, что в Черноземельском где-то районе там есть места, где песок выдувает, там даже копать не надо, иногда просто эти всякие предметы на поверхности появляются. И плюс он показывал ну, всякие там, на всяких форумах, калмыцкие вещи из Ростовской области, ну, в основном буддийские там, но это, я так понимаю, бузавские, когда уже калмыков там в 20-х годах поубивали, прогеноцидили, там от хурулов, видимо, какая-то утварь осталась, местные там находят и выставляют там на продажу, я так понимаю. Вот, но все это, я думаю, это 20-й, может, 19 век максимум. Вот, а то, что находят с металлоискателями, там, может быть, это и более ранее, там, может, это даже и 17 век, а может, даже и еще раньше. Ну, то есть, как бы он мне иногда показывал некоторые вещи, но там непонятно, чье это вообще, как бы калмыцкое, не калмыцкое. Я знаю, вот. У них очень много вещей, они собирают, кстати, это тоже вредительство. На самом деле не надо все подбирать, ведь это же для науки важно, где лежит этот фрагмент керамики или там обломок, там какой-то железного. Ну вот поэтому я и говорил, хотя бы координаты записывайте, там, не знаю. Это же понятно. И потом я была у таких ученых археологов, когда гараж открывают, и весь гараж засыпан просто буквально этими находками. Это вот от них в этом плане вред, конечно, я так считаю. Но они же не археологи, они же не обучены, они вот им в руки у них попало, да, и они схватили, и все, и не знаю, что с ним делать. Максимум фантазии это продать, а
есть вещи, которые нельзя продать, никого не интересно. Вот они их себе на полочке кладут там. Вот они ко мне же все время подходят и думают, что я там начну их покупать. Я говорю, вы знаете, это массовый материал, который в музее и так уже ящиками не знаем, куда девать. Вот, а вы еще тут хотите нам что-то предложить. Уникальных вещей у них бывает редко. И, в общем, я не думаю, что они могут удачно что-то продать. А портят, вред от них, конечно, есть. Но, с другой стороны, надо отдать должное. Они, значит, ездят, тратят свои деньги на бензин хотя бы. Это же далеко ездить, это время. Потом они вот этим металлодетектором пользуются лучше, чем археологи. Нам, например, по методике заставляют, что все отвалы, которые мы землю, мы должны на металлодетекторе проверять. Так у нас в экспедиции это самая нелюбимая работа. Никто не хочет этим заниматься. Потому что мы накупили с дуру, так сказать, очень, у нас был проект, и мы накупили очень хорошие, дорогие, которые очень, знаете, даже пуговичку, маленькую булавку чувствуют. И вот это, они вон пищит все время, да, и надо искать, ее ищешь, никак не можешь найти. Это у нас со скандалом, я начинаю заставлять кого-то, кто-то отказывается, даешь кого-то в помощь. Ну, в общем, это для нас целое дело. А черный археолог, он одной рукой ведет этот металлодетектор, другой рукой лопату, и этой лопатой вскрывает и все находит как-то. Вот, может, правда, со стороны от зависти нам кажется, что они так легко работают. Нам, например, очень тяжело с металлодетектором. Я страсть его не люблю. Пищит все время, прямо невозможно. И еще я читал, что, допустим, ну, в Европе, по крайней мере, сейчас развивается такая штука, ну, для самых ранних поселений они ДНК выделяли из этих, из костяков человека, и даже химический анализ делали, то есть могли сказать, что этот человек родился там, допустим, пил не ту воду, родился он за 100-200 километров от места захоронения, допустим, там и так далее. То есть, ну, такие виды анализа. А ДНК сейчас не только костяки, но и вообще почву там проверяют и все что угодно, и могут найти там ДНК растений, животных там и так далее, все, что там вокруг было. Да, вот да, такого рода работы делались по Калмыкии или нет? Ну, это же, знаете, это очень уникальные вообще технологии, которые вот здесь Макс Планк институт делает. Это там, я не знаю, это высшая элита науки, и они там брали вообще эпоху неандертальцев, они еще там все тем занимаются. А уже более историческими эпохами, в которых есть письменные источники или еще что-то, конечно, это уже будет в последнюю очередь. Но, тем не менее, у нас даже есть генетическая лаборатория, вы знаете, наверное, и в каких-то проектах мы участвовали, подавали свой материал. И, знаете, но дело в том, что все эти анализы, это тоже такая, как палка о двух концах. Их же надо уметь интерпретировать. Вот у нас там для бронзового века сделали изотопные анализы и выяснили диету, кто чем питался, да? И, значит, пишут, вот у человека там повышен там С4 какой-то, ну, я уже тоже плохо разбираюсь в этих химических элементах, и это признак того, что человек ел морские водоросли, вообще seafood, да, то, что мы называем сейчас. Дело в том, что речь идет о бронзовом веке, и я это погребение хорошо знаю, да, эти погребения. Так вот, я могу сказать, что, потому что исключено, что этот человек, либо этот человек питался зерном. Это вот один и тот же показатель говорит о том, что человек питался зерном, или же он ел морские водоросли. Но поскольку в степи зерна не было, и тем более в бронзовом веке, решили, что он ел морские водоросли и там всякие эти крабы и так далее. Вот. И поэтому сделали вывод, статья такая большая в солидном издании, что вот эти наши катакомники или ямники на Черное море были, и там, значит, питались 10 лет, а потом пришли в Калмыкию. Но на самом деле, когда я взяла эти погребения, которые показались, это оказались все погребения старых женщин. Ну, то есть по бронзовому веку, старше 40 лет, да? Но это явно аристократки, которые к концу жизни все-таки, наверное, импортировали же с Кавказа. Они ели кашу, скорее всего. Тут социальные, так сказать, фактор. И тем более я, например, подняла, я уже такую подготовила статью, еще не опубликовала ее. Я подняла все черноморские материалы по Черному морю. Вплоть до античности люди вообще не ели сифуд. Потому что с этим не наешься. Это сейчас мы сидим за компьютером, и нам достаточно спагетти сел с сифуд из пшики, да? А тогда, знаете, люди работали тяжело, им нужно было мясо. И поэтому такими продуктами никто не питался. Даже рыбой мало питались, даже на Черном море. Вот. То есть я сравнил те анализы, и, в общем, такой вывод пришла. Социальный фактор. Поэтому есть, конечно, но их надо правильно интерпретировать уметь. Надо все равно знать памятники сами. Я просто... То есть в Калмыкии такого никто не делал? Бронзового века.
У нас делали очень много, больше 100 анализов изотопных мы сами делали, по разным почему? Больше 100 анализов изотопных мы сами делали, по разным памятникам, да, делали. И изотопные, и генетические мы делали. Ну, геном, конечно, не извлекали, но генетические анализы общие делает даже наша лаборатория. И даже может выяснить, кто родственник был. А Ну, наша это где? Какая? А? Вот, какая лаборатория? Ну, у нас в Центре Калмыцкого научного биржи генетической, они там научились выделять на самом, как это, таком уровне, и изучают, и да, есть материалы. По сарматам у нас хорошие результаты получились. И даже мы выяснили родственников. И еще мы сдавали анализы в этот самый в лаборатории Райха в Массачусетсе. И они там сделали и тоже выяснили. Но там родственников они не нашли. Но у нас данные, да, они в процессе работы там. Когда будут публиковать, мы там археологическую часть напишем и так далее. Остальное мы не можем, уже там глубокая наука. Жалко, что калмыков не Георгий, нашли. если о бронзовом веке речь, да, вот попробовать, как вот неофиты на смежных науках пытаются делать как-то на уровне гипотезы и мысленных экспериментов. Бронзовый век – это дело алхимии, то есть, получается, алхимия в те времена, элементы, да, как архитектор, как вы видите вот появление, предположим, кремния, да, использование вот это керамика, потом вот если верить в то, что алхимия и вот этот компот, где весь секрет, это кремний, серебро и золото. Вот появление этих элементов в быту и в жизни, как это улучшало, ухудшало? К примеру, как пример, чашки из свинца в итоге, в общем, породили поколение, предположим, больных людей. Ну, вот. Знаете, хочу что вам сказать. Конечно, здорово, что вы такие вопросы задаете, но я вообще-то, как бы, мой цикл лекций называется «История и культура калмыков по глазами археолога». Я хотела такой аспект осветить, который обычно историки для них остается незамеченным, да? То есть именно... Да, я извиняюсь, хорошо, тогда позвольте мне упростить этот вопрос. Вот я смотрел записи, где старые архивные записи, где показывают что-то вроде сделку или что это было, в кибитке приезжает и наливает чай, и там украшения. Там серебро, это пояс, и, в общем, вы наверняка видели это видео, и многие из тех, кто сейчас слышит или будет слушать, тоже припомнят это архивное видео. Оно черно-белое, скорее всего, сделано как полевые заметки, как в полевых заметках, и это очень отдавало постановой. То есть из кибитки вынесли драгоценности, и вот эту всю постановленную сцену для камеры сделали, и в будущем это, возможно, стало причиной того, что туда приехали, всех убили и все забрали. Вот исследования, полевые выезды, как это, вот, предположим, черные копатели тех же, насколько вы синергируетесь, информацией обобщаетесь, обмениваетесь опытом? Или все же как-то косвенно друг друга смотрите, не чувствуя как бы того, что вы испытываете тягу к силе старых вещей? Вот вы синергируетесь ли в том, чтобы было меньше таких явлений, как вот кустару? С черными археологами? Да, потому что, как правило, раньше это было так. Кто-то выезжал на полевую заметку. Дайте мне донести мысли. Вот я хотела сказать, я почему говорю, моя культура и история калмыков глазами археолога, потому что, вообще-то, честно говоря, да, археология к калмыкам отношения не имеет. Потому что это были другие народы, мы пришли позже на эту землю, да, и как бы поэтому я думала, что больше интересно людям вот именно то, что касается нас самих. И вот так как бы и запланировано, да. Ну вот про археологию я чувствую, надо отдельно сделать. Это я могу вам от палеолита до, так сказать, до самых калмыков довести. У меня есть и презентация, я же не один раз уже это читала. Это я могу сделать, но в конце, в качестве десерта. А пока давайте придерживаться тематики насчет более современных эпох. По археологии можно говорить, конечно, много. Хочу напомнить о том, что это первая лекция из цикла. И в дальнейшем, в остальных лекциях мы сможем пообщаться также после каждой лекции, более плотно пообщаться с Марией Акче. А сейчас, я думаю, еще 2 вопроса, и будем закругляться, потому что Мария Акче и так 1,5 часа рассказывала лекцию, и сейчас уже наш разговор идет более часа уже.
Да, это много. Да, я хочу извиниться, что вот такие запутанные вопросы, уж простите, как умею. Это больше вопрос Санджи Хойта по части черных копателей. Я вспомнил эту запись, и у меня были подозрения тогда, что это все закончилось плохо, а поэтому решил начать издалека, но не получилось. Давайте, если у кого по калмыкам есть вопросы. По Да, калмыкам, вот, если нет никаких костяков, никаких Санджи там Кубаевич, этих... давайте дадим другим людям задать вопрос. Вот Батер а, хочет задать вопрос. да, почему так мало осталось артефактов вооружения, луки, стрелы с 18 века, то есть непосредственно калмыцкого? Ну, видимо, есть они где-то в земле лежат, если на местах боев. Я думаю, что просто их, конечно, собирают. И в свое время, знаете, уже в такое историческое время, конечно, например, древние мы же находим, потому что они уже в могилы специально положены. А уже в историческое время было время мировых религий, что христиане, что мусульмане, что буддисты, так сказать, инвентарь вместе с ним не клали, да? И поэтому их можно только вот где-то случайно оброненные. Надо сказать, что во все времена, даже в скифское время, все оружие подбиралось на полях битв. Тем не менее, битв. Поэтому и мало. Ну, если никого нет, я все-таки хотел бы задать вопрос. Вот Если Эдуард, костяков нет по калмыкам, то, соответственно, никаких там химических, физических и ДНКовых исследований по костякам тоже не велось, не ведется и не будет вестись в ближайшее время. конечно, да, мы ссылаемся. Я могу посмотреть, какая-то ссылка есть, что у нас вот в генетическом фонде, это вот такой из Чехии такая лаборатория есть, они как раз приводим мы. У нас такая статья называется «О сибирской примеси у кочевых народов», и там вычисляются калмыки. У нас, кстати, высокий, 20%. У сармат, например, всего там 12% сибирской примеси. Значит, есть образцы. Я просто как-то не интересовалась, откуда. Ну, брали у живых людей, наверное, скорее всего, думаю. А нет, это живые, это ж не археология. Дело в том, что вы поймите, что у живого человека взять слюну, допустим, и сделать генетический анализ намного легче и дешевле, чем вот это из костяков. Это специальная методика. И она более дорогостоящая. Нужны дорогостоящие химикаты. Поэтому, конечно, у живых народов у них берут вживую. А у мертвых народов, конечно, не остается выбора. Не, ну, как бы я имел в виду, что вдруг археологические калмыки или айраты как-то прослеживались, ну, хотя бы где-то, да, и по ним, по этим находкам можно сказать, как жили, что ели, там, чем болели и так далее. Вот меня это интересовало. Мы знаем, в принципе, что касается кого, мы же это все знаем. И до сих пор, что едят и пьют, мы тоже видим, и сами едим и пьем. Дело в том, что, конечно, единичное погребение находится. Например, мы когда-то в Харзухе копали, и вот, значит, погребение, и, значит, в центре кургана деревянные такие сохранились доски, видимо, не гроб, а как бы просто человека там, ну, от бедности, наверное, как деревяшкой прикрыли. И все хорошо, мы думали, это сарматское, и мы его зачертили, сфотографировали. А когда разбирали кости, обнаружили под подбородком пластмассовую пуговицу. Такую типичную, когда калмыцкие бабушки раньше под воротником всегда носили такую маленькую пуговичку, закрепляли конец. Видимо, считалось нехорошо, если торчит. Вот. И мы поняли, что это калмычка. Но мы сдали, у нас в фондохранилище лежит, наверное, но это специально изучать, надо специальный проект делать, под проект находить финансирование. Поэтому мы в основном идем за генетиками. Если они затеяли какой-то проект, у них есть деньги, мы просто им археологическую информацию и источники поставляем. Если будет такое, конечно, поставим и напишем историческую часть. Ну, получается, вот эта могила, это 20 век, это самое раннее, что найдено было по калмыкам. Пластмассовые пуговицы, когда калмыкам стали доступны? Естественно, в 20 веке. Ну, то есть все. То есть от 20-го все дальше вниз, 19-18 уже неизвестно. Да, ну, я думаю, что археологи выкапывали, но они просто писали, наверное, кочевник и все. Понятно. Девушка Ильяна хотела задать вопрос. Видимо, она уже не дождалась своей очереди. Тогда я попробую, если никто больше пока не хочет. Да, я хотел... Да, Мария, добрый вечер. К сожалению, я поздно подсоединился, поэтому не все услышал. Я хотел спросить вот о чем. О личном, можно сказать. Вот по моим предкам у меня информация вся заканчивается на 20 веке. Это как раз вот к вопросу, вот, с одной стороны, о захоронениях, да,
Соответственно, я пытался где-то разыскать своих предков, потому что у меня последний предок, которого я знаю, это мой дед. То есть я даже не знаю ни прадедов, ни прабабушек и так У далее. многих так. Из-за депортации, из-за всего, да, мало кто помнит. Да, и, Как соответственно, Монгол. я так понимаю, что где-то эта информация все равно должна быть, какие-то архивы-то все равно что-то должно быть, где я могу это, в принципе, такую информацию взять. Ну, это отчасти по истории вопрос, отчасти, но вот это мне в голову Архив пришло. может не быть. Может не быть, потому что калмыки до самой высылки, до депортации вообще не записывали детей. Потому что это зависело, если были прадеды образованные люди, там, жили в большом селе и так далее, то тогда, конечно, они записывали в сельском совете, там числится. Вот, например, у меня так получилось, у папы были записи, с какого он года рождения, когда родился, а у мамы моей не было, потому что, ну, родители просто не обращались никуда, дети рождались, жили себе, да и все, ходили в школу. И все, никаких записей не было. И поэтому, когда же вот был закон о реабилитации, там вот эти выплаты шли, там же было по возрастам как-то и по семье, многие люди не могли даже установить свой настоящий возраст, потому что в Сибири их писали моложе, чтобы их на лесоповал не погнали. И поэтому по зубам даже определяли врачи возраст людям или по свидетелям. Поэтому может и не быть. Вот это как вот это раньше ведь... Это уже к архивисту. Идите в городской архив города Элисты, там вам объяснят. А я тут могу тоже сказать, в архиве есть переписи 19 века, можете там посмотреть, вдруг найдете фамилии. Спасибо, Санджей, спасибо. Попробую. Так, кто еще? Пока мой компактор. Можно мне задать вопрос? Мендет, Да? Мария Кчемендет. Очень интересный эфир, очень понравилось. И вот про язычество вообще это такое прям яркое сообщение от вас, что язычество это религия свободных людей. Вы меня просто ошеломили. Потому что я в последние годы, вот сейчас вообще думаю об этом, о язычестве. Видимо, это что-то, гены, видимо, что-то зовет меня. И мне прям очень это зашло, как говорят молодежь. Меня зовут Валентина, мне 54 года. И вот я хочу вам задать такой вопрос, тоже личный. У меня в роду, вот старики говорили, наш род папин, он идет вот Хармангат, что взяли пленных мальчиков, Хармангат. Кто это такие, вы можете сказать? Это что за нация? Кто-то говорит, это какие-то азербайджанцы. И вот до сих пор, вот кто это такие, на ваш взгляд? Ну, Хармангат это известные, это нагайцы. И, конечно, калмыки очень много с нагайцами имели. Калмыки же благодаря, в общем, нашествию калмыков, Нагайская орда в какой-то мере, они до этого разделились на большую и малую орду, но именно калмыки окончательному их разделению послужили. И с нагайцами воевали, я же рассказывала, за правый берег Волги. И, собственно говоря, можно сказать, на нас лежит историческая вина, что мы их прогнали с этой территории, и у них же до сих пор нет настоящей автономии у нагайцев. А нагайской крови у нас достаточно. Вот Эдуард знает, я рассказывала историю о этих самых Асмут, что они тоже, целые племена были нагайские среди нас, а крови наши, конечно, разные напиханы. И Хармангат может быть. Да. Вот. А я думала, что Хармангат это крымские татары. Такого не может? Нет. Нет, я вот точно не знаю, как крымских татар называли, да, у нас все время там Шармангат, Хармангат, да, в общем, такие тюркоязычные народы для нас были. Вот, всех называли. А это я, знаете, по аналогии, вот волжские татары, они такие беленькие, русые, все вот такие, они похожи на русских, большеглазые, а вот крымские татары, они немножко потемнее, темненькие, черненькие. Ну, это очень трудно говорить. Дело в том, что тюркские народы тоже очень мешанные. Например, те же татары, например, они есть и русоволосые, и такие монголоидные. Когда я работал в Татарстане, меня все время за татарку принимали. Меня это очень удивляло, но тем не менее. Да, у них разные. Поэтому мы же калмыки тоже разные вообще-то. Да, мы очень разные.
Но, тем не менее, генетически мы можем оказаться все очень одинаковыми, потому что вот мы проводили проект для хазарского времени, и там вот выяснилось, что монголоидные типы имели, так сказать, гены отличные от тех, которые выглядели, то есть одинаковые гены имели с теми, которые европеоидно выглядели. То есть тут тоже человеческий организм очень разный. Но самое главное, национальность и принадлежность к народу определяется, это социальное явление, это определяет сам человек. Вот если я считаю себя калмычкой, значит, я калмычка. Какая бы кровь во мне не текла. Так и все остальные народы признаются. Какая бы кровь не текла в жилах этого народа, разная. Но если они считают, что они один народ, живут на одной территории, это народ уже, это нация. И это признается всеми. Это как социальный признак. И вот, кстати, вот сюда уже меня интересует вопрос про нынешних вот алтайцев. Вот они, это кто? Это был один народ, айраты, и вот они отпочковались от айратов? Нет, они не отпочковались, они всегда были тюркоязычным народом, они всегда жили там на Алтае. Но поскольку они жили в горах и в таких маленьких долинах, и они как бы никогда не имели своего государства, в отличие от нас. И поэтому был такой период исторический, когда они полностью вошли в состав джунгарского каганата. И поэтому это было для них, в общем, можно сказать, хайлайт всей жизни, то есть самая высокая точка в истории. И они очень положительно относятся к джунгарам, к джунгарской истории, джунгарское ханство. И поэтому они себя называли ойратами, но белыми. Вот такая есть, я потом могу вам прочитать такую лекцию о цветовой символике. У, как говорится, монголоязычных народов считается черные, хары, это те, которые настоящие, истинные. А те, которые примкнули, это вот белые. Поэтому алтайцы называли себя белые айратами. И у них даже после революции была республика, называлась Белая Айротия. У них много монгольских слов. Когда они говорят по-своему, я, например, даже понимаю частично. Дала уровня. Я слушала как-то передачу про алтайцев, и вот женщина рассказывала, что они делают чигян. Я так удивилась, ну, прям вот слово наше, калмыцкое. Ну да, и керлик у них делают чигян. Да, они очень, в джунгарское время как бы очень омонголились, скажем так. Плюс у них еще непосредственно Спасибо, Маречи. Из Ус-Аймака. Я думаю, что давайте завершать нашу разговорную часть и объявим название следующей лекции. Ну, я думаю, что название всегда будет одно, особенно наша степь, потому что я буду все-таки в ракурсе земли. Ну да, тему да. Следующей лекции. Вот. Ну вот я как бы продолжу степь как жизненное пространство серию. Вот, потому что про русских крестьян Манагазры Норсмуд не рассказала. Вот, и, во-первых, во-вторых, уже можно там как бы продолжить эту тему. То есть в этом ракурсе. Мария Икар Бальджанов, Сонин лекция. И я думаю, что там уже очень много положительных комментариев в чате нашего iRadio о лекции. Все благодарят вас за столь интересный рассказ. Байрла. Давайте встречаться. Я думаю, как надо нам потом установить, когда людям удобно. Мы сейчас наобум сделали. Вот, и будем мы сделаем голосование в телеграм-канале, и люди выберут сами время, когда им удобно. И вы скажете, вам удобно в это время или нет. И я думаю, что будем таким образом действовать. Больджана. Ну да. Sen Batten, Bayrta Hargi. Sen Bayrta Hargi. Да, Bayrta. Bayrla, Bayrta.